Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Новые пути сотрудничества. Есть некие уже конкретные предложения, которые мы хотели бы сегодня с вами обсудить. В каких сферах Татарстан и Турция будут укреплять деловые связи, расскажет Рамиль Галиуллин. За 21 день июня на дорогах республики погибли 22 человека. Почему не пристегнулись? Да выехал недавно, недалеко отсюда. Выгружался. Жара или наплевательское отношение к правилам? В причинах разбирался Словак Ахмадуллин. В поселке Отары местное озеро покрылось пеной в 3 этажа. Рыбки валяются дохлые, появляется большое количество чаек, которые это все потом склевывают. Кто организовал пенную вечеринку на природе? Об этом Алия Хайрудинова. Чтобы помнили, в Нижнекамске воссоздали события Великой Отечественной войны. Как советские солдаты били фашистских захватчиков, увидел и Рамиль Шайдуллин. Новые пути сотрудничества. Сегодня Рустам Минниханов с рабочим визитом находится в Турции. Здесь его ждет насыщенная двухдневная программа. С самого утра важные встречи с первыми лицами Стамбула и бизнес-сообществом. Как подчеркнул Рустам Минниханов, Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Сегодня на территории нашей республики работают 10 турецких заводов. Объем инвестиций – $2 миллиарда. В каких сферах будут укреплять сотрудничество, расскажет Рамиль Галиуллин. Крепкие рукопожатия и сразу к делу. Первое в рабочем графике Рустама Минниханова – встреча с руководством Союза производителей продукции машиностроения Турции. Сегодня ассоциация объединяет больше 200 местных компаний, занимающихся производством станков и оборудования для различных сфер – от пищевой промышленности до строительства и переработки древесины. Как отметил Рустам Минниханов, сейчас необходимо возвращать показатели сотрудничества на допандемийные. Турецкая республика – один из ведущих зарубежных партнеров этой республики. В прошлом году наш товарооборот превысил $360 миллионов. Пандемия, конечно, есть спад, но у нас есть все возможности восстановить былые наши объемы. Представители Союза ознакомились с торгово-экономическим и инвестиционным потенциалом республики еще в марте во время визита в Казань. Как подчеркнул председатель правления ассоциации Эмре Селим, Татарстан – один из самых активных регионов с развитым производством. Я недавно был в Татарстане и увидел, что это действительно привлекательная территория. Мы делаем все, чтобы соответствовать тем высоким стандартам, которые действуют в республике. А это уже встреча Рустама Минниханова с председателем правления Коч Холдинга Мером Кочем. В состав холдинга входит больше 100 ведущих компаний Турции из сфер энергетики, автопрома, туризма и других. Это крупнейший финансово-промышленный конгломерат страны. В прошлом году его торговый оборот превысил $26 миллиардов. Одно из направлений – сотрудничество с Татнефтью. Компания Татнефть – это крупнейшая компания нашей республики. Генеральный директор Наиль Маганов вместе с нами. Есть некие уже конкретные предложения, которые мы хотели бы сегодня с вами обсудить. И, конечно, хотелось бы дальше рассмотреть вопросы сотрудничества холдинг Коч с компанией Татнефть, с предприятиями республики. В программе на сегодня встреча с министром промышленности и технологий Турции и посещение зоны технологического развития. Об этом подробнее в нашем следующем выпуске новостей. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Турция. Продолжение активного взаимодействия татарстанских и стамбульских бизнес-ассоциаций и промзона обсудил Рустам Минниханов с губернатором провинции Стамбул Али Ерликая. Президент подчеркнул, что наша республика заинтересована не просто в укреплении, но и в развитии сотрудничества в новых областях, например, обмене опытом в сфере управления транспортной системой. После Рустам Минниханов встретился с мэром города Экремом Имамоглу. Между Татарстаном и Турцией действует соглашение о сотрудничестве. Есть 18 городов-побратимов. Казань и Стамбул связывают регулярное авиасообщение, которое было восстановлено 22 июня.
Рустам Минниханов посетил в Стамбуле сквер имени Тукая, который открылся после реконструкции. Парк появился в городе в 2011-м, в год 125-летия татарского классика. Сам памятник установили через год. Габдулла Тукай изображен сидящим на скамье с чернильным пером в руках. Автор монумента – известный казанский художник-скульптор Асия Минулина. 3 года назад здесь началась реализация проекта по прокладке новой трамвайной линии вдоль залива Золотой Рог, проходящей в том числе через территорию парка Тукая. В рамках реконструкции памятник переустановили, а парк благоустроили. 22 человека погибли на дорогах республики за последние 3 недели. Резкий рост аварий привел к введению усиленного режима контроля на трассах. Основные причины смертельных ДТП – выезд на встречку, превышение скорости, наезд на пешехода и водителя без прав. Идет и рост детской смертности. 10 погибших с начала года, в том числе 2 ребенка за последние дни. Безответственность – это надежда на авось или последствия жаркой погоды, разбирался Салават Мухмадулин. Смертельный июнь. В среднем каждый день в ДТП погибает 1 человек. 22 смерти за 3 недели. Самым страшным стал понедельник, 21 июня. Тогда в авариях погибли 8 человек. Превышение скорости, наверное, и невнимательность, да? Как так? Жара не сильно влияет. Ну, жара, мне кажется, нет. На встречку часто выезжают? Очень много. Очень часто выезжают. А жара, как думаете, влияет? Очень даже влияет, да. Жара, у многих кондиционера нет, соответственно. Вот. Тяжело ехать? Ну да. Чтобы остановить рост смертельных ДТП, автоинспекторы перешли на усиленный режим работы. Выставлены дополнительные посты. Проводятся рейды. Только этот экипаж сегодня за 6 часов работы на посту зафиксировал порядка 15 нарушений в Лаишевском районе. Это и выезд на встречку, разворот через 2 сплошные, непристегнутые ремни, глухая тонировка. А вы же знаете, что нельзя тонированным ездить? Или нет? А, не знаете? А на правила когда сдавали? Давно. А? Давно. Давно это когда? Очень давно. И так всю жизнь ездите тонированно. А не боитесь ночью, например? Нет. То, что собьете кого-то, не увидите. Почему не пристегнулись? Блин, не знаю, забыл. Обычно пристегиваетесь? Да, конечно. А сейчас торопились или в чем? Конечно. Да выехал недавно, недалеко отсюда. Выгружался. Основные виды дорожно-транспортных происшествий – это выезд на полустречного движения, нарушение скоростного режима, наезд на пешехода, управление транспортными средствами водителями, не имеющими права управления. Еще одна негативная тенденция на дорогах республики. С начала года идет рост количества ДТП с участием детей. 10 погибших, более 200 раненых, всем меньше 17 лет. И в большинстве случаев они были пассажирами. В прошлом году 4 погибших и 150 детей с травмами. Накануне в аварию попала семья с 3 детьми. 1 погиб. Причина ДТП – выезд на встречную полосу. ГИБДД республики выступила с предложением внести изменения в законы. Обязать перевозку детей на заднем сиденье до 9 лет в детских креслах, а на переднем до 12 также. Установку специального опознавательного знака, информирующего о наличии несовершеннолетнего в салоне транспортного средства, ограничение скоростного режима 60 км в час при перевозке детей в автомобилях. Предложения направлены в Госсовет республики. Бьют тревогу и медики. Поступает много детей с травмами. Май-июнь такие месяцы, как бы относящиеся к летнему, такому активному периоду. Значит, у нас одних только обращений амбулаторных было больше 200. Это дети, которые пострадали в связи с катанием на самокатах и велосипедах. Каждый 10-й ребенок был госпитализирован. Изменить ситуацию могут только родители, обеспечив безопасность своих детей. Салават Мухмадулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. 3 детей утонули, и ситуация с купанием в необорудованных местах обостряется с каждым днем. Способствует тому и жара. Медики констатируют тепловые удары и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличилось количество вызовов на дом. Где-то жара по 36, где-то бушуют ураганы. Погода стала самой обсуждаемой темой недели. Горячая хроника у Рамиля Шайдулина.
Спасаясь от жары, татарстанцы отправляются на необорудованные места купания, не соблюдают правила и гибнут. Уже сейчас буквально каждый день практически мы поднимаем тела погибших на воде. Это 2-3 человека. Общее количество погибших составляет 28 человек. К сожалению, у нас уже утонуло 3 детей. Это больше, чем в прошлом году. Но и на оборудованных пляжах небезопасно. Они переполнены. Одно из самых популярных мест – Камское море. Народу стоит тьма тьмущая. Отсутствие всех норм ковида. Вот такую многометровую очередь в Казанский аквапарк сняли очевидцы. Горожане часами терпеливо ждут, чтобы купить заветный билет. Из-за аномальной жары все чаще фиксируются тепловые и солнечные удары. В Казани увеличилось количество выездов скорой помощи. Люди падают в обморок, сердечники и гипертоники страдают от высокого давления. В день, то есть с давлением у нас уже, если до этого приходили там пару человек, а сейчас уже 3-4 до 5 иногда доходит, потому что некоторые пациенты на дом вызывают, они не могут просто до поликлиники дойти, то есть вызовов на дом тоже увеличивается. Жара стала причиной внезапной смены погоды в Мамадыше. Как это порыв ветра и все. И нету, и прекратился. Дождь и гроза, а ветер был такой силы, что сорвал крыши, повалил деревья и вырвал теплицы. Похожая картина в Актанышском районе. Без крыши частично осталась ферма. В Сармановском также пострадали жилые дома. По словам синоптиков, накануне был побит очередной температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 34,5 градусов. В дневные часы температура повышается до 30-35 градусов. Такая погода обусловлена влиянием антициклона, на периферии которого мы располагаемся. В то же время из-за близости атмосферного фронта в республике отмечается неустойчивый характер погоды. Аномальная жара, а вместе с ней кратковременные дожди и грозы, по данным Гидрометцентра, продержатся еще несколько дней. До конца недели будет не меньше 30 градусов тепла. Местами обещают и под 36. Жара уйдет лишь в последние дни июня. Рамиль Шайдуллин, Сирина Сахапова, Елена Саляхова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Мамадышский район, Казань. Одна большая толпа. Российские курорты провалились на пляжах. Как татарстанские туристы столкнулись с перегруженностью центральных пляжей в Сочи, Анапе и Крыму. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В такую жару особенно тяжело жителям села Альшеево Буинского района. Они живут без центрального водоснабжения уже 2-й месяц. 2 из 3 скважин засорились. За водой сельчане ездят в соседнюю Ульяновскую область. Кому-то повезло, есть свои колодцы. Почему так долго не удается наладить водоснабжение, узнал Дмитрий Аренин. Из воды мы уже давно, мы рады даже, что вы приехали. Что вы будете показывать? Может, как-нибудь решится этот вопрос? Проблемным вопрос центрального водоснабжения в Альшеево стал в начале мая, с тех пор, как засорились 2 из 3 скважин. Оставшись способна обеспечить лишь малую часть села, и то с перебоями. Сейчас нет уже, все. По утрам, говорите, бывает, да? Да, 2-3 часа станешь, течет немножко есть, а напора нету. Вот это так и живем, в такую жару. А вы огород поливаете или не хватает? Какой огород, кунда? Все высохло, дюнда, ничего не растет вон. В этом селе живут около 700 человек, спасают колодцы с питьевой водой. У некоторых есть свои колодцы в огородах. К Владимиру Садовнику уходят и соседи. Но, как говорит мужчина, этого источника даже для одной семьи недостаточно. 200 литров выйдет и все, перестает. Потом опять немножко ждать надо. Некоторые за водой ездят в соседнюю Ульяновскую область. Едет на заправку, он не доезжает цельно, он уже Ульяновская область, оттуда привозит. Потом, кто к нам приезжает, они тоже канистрами привозят воду. Вот так перебиваемся. Хорошо у меня еще машина, а у кого нет ее? У кого сил нет принести? Я не знаю, как говорить про них. Даже слов нету. Как собираются решать проблемы с водой, мы хотели узнать в сельском исполкоме, но дверь оказалась на замке. Как сказали жители, глава поселка в отпуске. Дома мы его тоже не застали, и на телефонный звонок он не ответил. Продолжается попытка дозвониться до абонента. Ситуацию с водой прояснили в исполкоме Буинского района. Как говорят, засор не удается устранить из-за плотной песчаной глиняной почвы. Забиваются скважины. При большом потреблении вода с собой вытягивает песок, но вода же бесплатная в деревне. Все ее льют на огороды. 2 организации уже приезжали, попробовали прочистить, не получилось. Вот сейчас нашли 3-ю организацию. Нашли финансирование, специальное снаряжение надо иметь. Дешевле пробурить новую скважину, чем прочистить старую.
Как говорят, за пользование водопроводом жители села деньги не платят, хотя эти средства могли бы использоваться на поддержание скважины в рабочем состоянии. И почему она построена там, где велика вероятность засора? Сейчас работа выполнена полностью за счет бюджета района. Выделили более 200 тысяч рублей. Вернуть воду обещают в ближайшую неделю. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Буинский район. Вспенилось озеро Шанхай у поселка Атары. Кадры с пенной горой облетели все соцсети. Экологи были на месте уже через час после появления видео в интернете. Подключились Росприроднадзор и Водоканал. И каким-то чудесным образом к моменту приезда инспекторов трубу кто-то перекрыл. А вот мутная вода и вопросы остались. В пенной истории разбиралась Алия Хайрудинова. Зимой подо льдом содержание растворенного кислорода от 4 до 6. Это значит, что вот это вот, то, что показывает 5,33, это зимний вариант. Экологи Татарстана сегодня с самого раннего утра в поселке Атары, любимое жителями озера Шанхай, покрылось пеной. Белые охапки пузырей достигли размера трехэтажного дома. Что для них 50 тысяч? И все. Они ждут месяц. И дальше обратно сливают. Бить во все колокола начали жители поселка. Снимали видео и распространяли его по всем соцсетям. Говорят, что в прошлом году в озеро сливали молочную жижу. Тогда одно из предприятий оштрафовали на 50 тысяч рублей. Уверены, история повторяется, только на этот раз слили некий химикат. Какая-то организация в протоку, которая вот вытекает сюда, сливают всякие там свои какие-то жидкости непонятные. В прошлом году рыба помирала до самого Шанхая, черная вода текла. В этом году вот все в пене. Пенная такая вечеринка утренняя у нас была. Сливали в реку, я думаю, что какое-то предприятие рядом, которое находится. Огромное количество пены ярко-белого цвета. Пена была в рост где-то 6 метров, наверное. Каждый год рыба поднимается. В этой воде у нас дети купаются. Нечистоты в озеро попадают вот по этой трубе. По словам жителей, какое-то предприятие сливает свои отходы в приток Кабана. Дальше они по течению попадают в озеро Шанхай и дальше в Волгу. К приезду экологов из трубы, по которой сливались нечистоты, уже ничего не текло, а пена растворилась. Специалисты отобрали пробы воды. Было выявлено нарушение природоохранного законодательства. Были отобраны пробы на загрязняющие вещества, будут переданы в лабораторию Министерства экологии. Порядок рассмотрения 7 рабочих дней, после чего уже будут выявлены данные нарушения. Пробы воды также отобрали представители Росприроднадзора и Водоканала. От комментариев они отказались, но обещали назвать хозяина пенной вечеринки после того, как будут готовы лабораторные анализы. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Из ДРКБ сегодня выписали 2 детей, которые пострадали во время стрельбы в 175-й гимназии 11 мая. Почти 1,5 месяца они были на лечении в стационаре. Сейчас их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Таким образом, из ДРКБ выписаны все пациенты-школьники. В разных клиниках Москвы продолжают лечение 3, сообщает Министерство здравоохранения. Напомним, пострадавших, которые были в тяжелом состоянии, госпитализировали в столицу 12 мая. 17,5 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано по стране за последние сутки. В Москве 6,5 тысяч, в области 2300, в Санкт-Петербурге более 1000, в Нижегородской области 291 заболевший. В Татарстане ковидом заразились 30 человек, 11 из них госпитализированы. Привились почти 472 тысячи жителей республики, вторую дозу получили более 347 тысяч. В Татарстане в реанимации сейчас 6 беременных женщин с коронавирусом. Всего же в больницах с ковид 60 будущих мам, 40 в перинатальном центре РКБ и 20 в 7-й больнице Казани. Данные во время прямого эфира в Инстаграм сегодня озвучила главный акушер-гинеколог Минздрава Татьяна Шигабудзинова. Она заявила, что у беременных заболевание протекает очень тяжело, поэтому крайне важно сделать прививку еще до момента зачатия. Причем вакцинироваться должно и ближайшее окружение будущей мамы. Напомним, до недавнего времени беременных от коронавируса не прививали. Но на прошлой неделе глава Минздрава России сообщил, что в ближайшее время решение об этом будет принято. Вакцинация беременных, по данным врачей, защитит от тяжелых последствий и самих женщин, и новорожденных. Антитела матери передадутся ребенку при грудном вскармливании. Когда размеры плода увеличиваются, и матка увеличивается, и усиливается давление матки на диафрагму, и когда происходит резкая нехватка кислорода, и если на этот процесс еще накладывается вирусное поражение легких, то прогноз
увеличивается в разы. И поэтому перед зачатием, перед планированием беременности обязательно нужно проводить вакцинацию. Есть ли иммунная защита от коронавируса, проверили на ТНВ. 70 сотрудников телекомпании сегодня сдали кровь для проверки на антитела. Наш коллективный иммунитет составил 80%. Сотрудники информационных программ ежедневно находятся в зоне риска, совершая по несколько выездов, в том числе на массовые мероприятия. Многие уже вакцинировались, поэтому им было особенно интересно, выработался ли у них достаточный уровень антител. Результат это подтвердил. Я прививался еще в феврале первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Сейчас ожидаю анализа. Думаю, что антитела должны быть. Прививался спутником еще в марте. Ну, надеюсь, да, какие-то антитела есть. Я делал прививку спутником Ви 9 февраля и 2 марта. Сейчас просто интересно, какое количество. Ну, получается, уже март, апрель, май, июнь. 4 месяца я продержался и не болел коронавирусом. Прививался я гам-ковид-вак. Это медицинское название «Спутник Ви». Какого количества антител жду, не знаю. Анализ покажет. На татарстанскую горячую линию 122 по вопросам коронавируса ежедневно звонят 1500 жителей. С момента запуска здесь приняли звонки от 274 тысяч человек. Чаще всего татарстанцы обращаются с вопросами, что делать, если появились симптомы ковид, просят вызвать врача на дом, а также записываются на прием к врачу или на вакцинацию. Такой возможностью записаться на прививку воспользовались уже 10 тысяч жителей. Их консультируют 65 операторов в смену. В Казани соберут подарки к Сабантую. Эта старая добрая традиция из сел теперь перешла и в город. Шествие с участием праздничных повозок с лошадьми, музыкантов и артистов в национальных костюмах стартует с 4 площадок города. 24 июня в 11 часов от Казанского Кремля, театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, Старо-Татарской Слободы и комплекса Туган-Авылым отправятся за подарками. Стать участниками подготовки к празднику могут все желающие. Сами подарки в день Сабантуя вручат батырам. Конечной точкой всех маршрутов станет площадь перед театром Камала. Здесь в 12:30 развернутся театрализованные представления и выступят лучшие фольклорные ансамбли республики. У нас такой сценарий, который позволяет передать быт, обычаи, традиции сельского Сабантуя в городе. Все-таки Казань – столица туризма, и для нас очень важно, чтобы к нам приезжали не в день Сабантуя, а приезжали на 3-4 дня в этот город. Этот городу есть что показать. Воины Красной Армии на танках, солдаты вермахта в окопах. В Нижнекамске на день воссоздали события 1941 года, когда наши пограничники защищали родину от захватчиков, и операцию «Багратион» 1944 года. Историческую реконструкцию боя «Граница помнит» приурочили к 80-й годовщине начала войны. Как это было? В репортаже Рамиля Шайдолина. Вместе готовятся к бою советский и немецкий солдат. Они играют роль в исторической реконструкции, поэтому даже патроны делят на двоих. Мое подразделение саперные. Мы, саперы, разминируем проход для достижения поставленной задачи. Их цель – показать историю, точно воссоздав события Великой Отечественной войны. Несмотря на 30-градусную жару, все как в реальном бою. В полном обмундировании и с оружием. Только карабин весит почти 5 килограммов. Ну, мы сейчас, наверное, чувствуем малую толику того, что чувствовали солдаты в годы Великой Отечественной войны жарким летом 1941 года. День памяти и скорби, памятный день. Но забывать тоже нельзя. Именно из-за этого мы нашу реконструкцию и делаем. На взрыв выезжает танк разведки. Он нашел отступающих немцев. А вот Т-70 дает залп прямо в расположение фашистов. За происходящим с интересом следят горожане. Мы, конечно, все послевоенные, но чувствуем войну, какой голод после войны. И знаем о ней очень много. Война – это очень плохо. Это смерть, это кровь. Это потеря близких, родных. Не надо ее. Не надо ни в какие годы. На поле боя больше 50 участников военно-исторических и патриотических клубов республики. Реконструкцию организовал Нижнекамск нефтехим при поддержке компании «Таиф» и Национального музея. И вот такое вот грандиозное мероприятие для того, чтобы молодежь еще раз окунулась в историю, вспомнила, может быть, кого-то заинтересует, кто-то полезет
книжки, в интернет и будет изучать эту историю. То есть все для того, чтобы люди помнили и не забывали эти страшные события. Эта масштабная реконструкция посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной. И здесь, как и тогда, идут ожесточенные бои, поверженные немцы сдаются в плен, а над холмом реет красное знамя. Нижнекамцы аплодируют. Мы победили. Рамиль Шайдуллин, Влад Златковский, Марина Чернышкова, ТНВ, Нижнекамск. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках. В студии София Егорова. Здравствуйте. Подробный прогноз погоды после полезной информации. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июня доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево малооблачно, местами пройдут дожди. Днем до плюс 31. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге велика вероятность осадков, но жара сохранится. Плюс 31-32 градуса днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше солнце раскалено до предела. Днем до плюс 32, возможны осадки. Сохранится жара в Арске, Кукмаре и Балтаси. Здесь также плюс 31-32 градуса. В Болгаре, Дрожжином и Буинске аналогичная погода. Жарко, возможны осадки, днем до плюс 33. Температурный фон на рекордных значениях в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. И также без осадков. Купить квартиру в Иннополисе сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось всего 15 квартир. Звоните 556 59, сайт jkunicum.ru. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось всего 15 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна. Улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Фармленд. В Казани малооблачно, днем возможны осадки. Ночью 23 тепла, а днем до плюс 35. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Жаркая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Берегите себя. На этом наш выпуск завершен. До свидания.